когда празднуется мужской праздник и кто поспособствовал этому торжеству, как воспитывать детей и какие качества развивать у ребенка. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Ежегодно 8 марта в мире чествуют женщин всех возрастов. Но мало кто знает, что и у мужчин есть свой праздник. 19 ноября каждого представителя мужского пола можно поздравить с Международным мужским днем. Торжество, посвященное джентльменам, относительно молодое. В текущем году ему исполняется 21 год. Мы тоже понимаем важность этого дня, и для православного человека отношение к мужчинам, к женщинам, конечно, тоже должно быть сформировано именно на основании православного вероучения. Достаточно вспомнить того, что о творении человека говорится уже в первых строках Священного Писания. В книге «Бытие» говорится о том, что Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину, сотворил их. Здесь мы видим о том, что перед сотворением человека Бог как бы приостанавливается в общем ритме творческих действий. И происходит так называемый предвечный троический совет. Бог, Отец, обращаясь к Богу Сыну и Святому Духу, говорит о том, что мы вместе это творим. То есть вся Пресвятая Троица участвует и подходит как бы осмотрительно к творению человека. Здесь же говорится о том, что в замысле Божьем было сотворение человека в двух видах, в двух полах – мужчину и женщину. Священное Писание говорит о том, что Бог берет персть земную, после чего вдыхает в его лице дыхание жизни, и происходит первый человек. Позже Бог нарекает ему имя Адам, то есть взятый из Адама, с древнееврейского, то есть из красной глины. Человек возникает, и Бог дарует ему свои заповеди, свое благословение на то, чтобы он овладевал сотворенным миром. Господь поселяет Адама в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его. То есть сразу же после создания мужчина призывается Богом к труду. Райский сад нуждался в уходе и в заботе, и эта работа поручается Адаму. Далее первый мужчина получает второе задание. Он, как существо мыслящее, думающее и творческое, должен дать имена сотворенным Богом животным, что, конечно, тоже является трудом, но уже интеллектуальным. Животных было очень много, и работа предстояла немалая. Из всего этого мы можем заключить, что Господь хотел, чтобы мужчина не сидел сложа руки, а был работником, тружеником и желал, чтобы его труд приносил пользу. Человек в этом мире должен был дойти до осознания себя, до понимания того, что он в этом мире не может быть один. Общение с Богом было, были и животные, сотворенные рядом с Ним, но человек должен был осознать, что он требует подобного себе. И тогда Бог наводит на человека крепкий сон, как сказано об этом в тексте Священного Писания, и творит из его ребра, то есть из его плоти, из того органа, который максимально близко к сердцу, подобного ему, женщину. И Адам, восстав от сна, восклицает: «Се кость от костей моих и плоть от плоти моей». Русский перевод не очень ярко передает смысл произнесенных слов. Буквально это междометие переводится как «ура». Это ликование при виде подобного себе, другого «я», альтер-эго. И Адам, видя сотворенную женщину, признает, что она единосущна ему, что теперь он обрел в другом человеке подобного себе, с кем возможно полноценное общение. Итак, мужчина сотворен первым. Почему именно так? Почему именно мужчина? Вполне ответить на этот вопрос довольно сложно. Но из текста Священного Писания мы знаем именно об этом. Конечно же, женщина входила в замысел Божий, но Бог ждал, когда Адам будет способен для того, чтобы встретиться лицом к лицу с другим человеком, подобным себе. Адам сотворен, и Бог, как мы сказали, дарует ему не только благословение, но и заповеди. Заповеди как дар, которые бы уберегали человека от
впадение в неправильное мышление, в неправильные действия. И прежде всего это возделывание, преображение того мира, который Бог творит ради и для человека. Христианство утверждает, что весь мир антропоцентричен, то есть создан для человека. И Бог ставит человека рядом с собой, когда приглашает его наречь имена животным, приглашая его тем самым к сотворчеству, завершить творение, и призывает человека, Адама, быть священником в этом мире. После грехопадения первых людей Бог изгоняет их из Эдема и говорит Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Трудовая задача для мужчины усложняется. Природа уже не так плодородна и дружественна по отношению к человеку. Она искажена после его отступления от Бога. Первый мужчина теперь будет добывать пропитание сам и кормить свою семью. Из этих глав Библии мы выводим очень важное качество, которое должно быть присуще мужскому полу – трудолюбие. Сегодня роль мужчины так же велика, как и много веков назад. Так же, как и при сотворении мира, именно от мужчины зависит и даруется большая ответственность. Не только права, но и ответственность быть хозяином, не потребителем, а заботливым хозяином, священником, то есть тем, кто, сам соприкасаясь с Богом, распространяет на все вокруг, с чем соприкасается в жизни – божественную благодать, божественную радость, добро, прощение, терпение – все то, что мы называем христианскими добродетелями. И сегодня мужчина занимает особое место в окружающем мире, и традиционные конфессии христианские, православие, конечно же, говорит о том, что на мужчину возлагается большая ответственность. Много раз приходится об этом говорить, о том, что ответственность предполагает не только обладание, но и несение особой ноши, особого труда и подвига ради тех, кто с ним рядом. Мужчина – это труженик, добытчик, кормилец семьи. Неважно, пашет он, охотится, чинит компьютеры, лечит людей, водит автобус или занимается научной работой. Главное, чтобы его труд приносил пользу людям и его семье. Нетрудящийся, уклоняющийся от работы мужчина не выполняет одного из самых главных своих предназначений, данного ему от Бога – трудиться. В Ветхом Завете мы помним, что важные фигуры, такие как патриарх Авраам, Ной и другие, часто называются ветхозаветными патриархами. Это греческое слово, которое буквально переводится как «отец», «старший отец», «первенствующий отец». И не важно, что речь идет о его кровных детях или о тех людях, о ком он должен проявлять заботу. Ведь и сегодня глава Русской Православной Церкви также носит титул патриарха. Он монах, но тем не менее это не уменьшает его ответственности как отца перед всей паствой, которая верена ему Богом. Зачастую бывает, что и священник намного моложе своих прихожан, но те обращаются к нему с такими же словами «Отец». И в этом нет ничего парадоксального. Ведь здесь отцовство предполагает ответственность за тех людей, которых Бог веряет патриарху, священнику и любому мужчине, который в обществе, на работе, если он семейный, то особенно в своей семье должен проявлять заботу о всех тех людях, кто находится с ним рядом. Мужчина должен быть главой, то есть главным. Главным не в одном только желании покомандовать, а в умении принимать решения и, конечно, нести за них ответственность. Мужчина в семье – это первый человек после Бога. На нем вся ответственность за всю семью. Он является священником в семье, предстоятелем перед Богом. Он является учителем в семье, должен учить свою жену, своих детей и, прежде всего, своим примером. То есть он не пальцами щелкать должен, а он такой, как сказать, путеводная звезда, за которой должны идти все семейные люди, в его семье находящиеся. Вот. Затем мужчина в семье кормилец,
То есть 2-3 работы – это его проблема, но семью накормить, содержать – его прямая обязанность. И мужчина в семье – это воин, защитник, то есть нужно идти в драку за свою семью, нужно идти воевать, если нужно умереть – это его прямая обязанность. Вслед за Международным днем мужчин человечество отмечает еще один мужской праздник, но уже джентльменов помладше. 22 ноября празднуется День сыновей. Рождение сына у многих народов считалось большой радостью и наградой для отца и матери, ведь он подрастет и станет продолжателем рода, защитником и добытчиком для семьи. Воспитание ребенка – это всегда большая ответственность для родителей. Важно не только рассказать и научить, но и подтвердить своим личным примером справедливость азбучных истин. Сейчас, наверное, время такое, что нужно мальчикам, в принципе, объяснять, что они мальчики, что они будущие мужчины. То есть много того, что должно объясняться в семьях, сейчас этого не делается. И приходится, допустим, вот в нашей работе, которую мы проводим, да, в нашем объединении, приходится объяснять простые истины. То есть ты мальчик, ты должен стать мужчиной. Твоя задача там, в будущем защищать родину, защищать свою семью. Вот. Они этого даже не понимают. То есть, в принципе, как была такая КВНовская шутка, джентльмен должен знать все. Или хотя бы немного, но обо всем. Вот то же самое должен делать православный мужчина. Важны в воспитании и примеры мужественных людей, но пример так и останется мечтами, если он не будет конкретно реализовываться. Отцы должны помнить, что ребенок воспитывается на их примере. Сейчас просто мы собираем то, что было посеяно много лет назад, и посеяно ужасно, и в результате сейчас мужчины, не такие, как и раньше. То есть раньше было обычным делом встать за плуг, там, вспахать, и потом этот же человек берет, допустим, в руки вилы и идет защищать. Вот он понимает, что вот эта семья, вот это вот место, где его Бог поставил служить, жить, воспитывать, там, приносить свое служение этой земле. Вот. А сейчас люди заняты самолюбованием. Вот, живут ради себя. Мужчины живут так, что не хотят создавать семьи. Ему не нужна женщина, ему не нужны дети. Он живет собой. Вот. И вот такие вот у нас мужеподобные вроде бы существа есть, которые вроде внешне на мужчин похожи, а внутренне они как бы далеки от образа мужского. И в результате нет семьи, в результате нет детей и как бы нет дальнейшего существования. То есть все, мы как бы теряем будущее. Вот. А это связано с тем, что у нас по телевизору это пропагандируется, в интернете пропагандируется. А все то, что хорошее у нас в стране делается, это как-то умалкивается, это не афишируется. А плюс еще у нас современные мужики отходят от воспитания и в основном как бы, тем, что осталось от понятия воспитания, занимаются женщины. Вот. Но это не воспитание, это просто, пригляд такой небольшой, чтобы сильно ничего не натворил. В результате в лет 14-15 уже приводят мальчика и говорят, сделайте из него что-нибудь хорошее. Вот. А там все запущено. Православное воспитание мальчиков во многом зависит от отца. Хорошо, если есть хороший духовный наставник и мудрый советчик. Но еще лучше, если таким наставником для подростка становится собственный отец. Конечно, большую роль играет мужчина, глава семьи. Мальчики тянутся к мальчикам, к мужчинам, да, подобное к подобным. И папа им больше всего мальчикам может показать, что такое мужчина, что вообще. Вот, например, очень хорошо проявляется в строительстве дома, например, бесстрашие, там, трудолюбие. На ту же крышу, вот, например, нужно залезть и там сделать, да, вот крышу. Это мама не сможет. Для мальчика папа – это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на все руки мастер. Он подскажет все – как забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять за себя. Для девочки папа – это гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего принца, который будет похож на папу.
Папа, он должен оберегать свою семью, он должен сыновьям показывать пример, он не должен поднимать руку на женщин, он должен тоже объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Также он должен объяснять мальчикам то, что они будущие защитники и должны оберегать в будущем свою семью, заступаться за девочек. Идеального мужчину представляю, наверное, мужественным, сильным, чтобы в моей семье было взаимопонимание, конечно же, потому что поддержка и опора моя, чтобы была. Вот, без него никуда. Всегда, чтобы помогал. Мужчина должен быть глава в семье, чтобы он не боялся брать на себя ответственность, помогал, естественно, жене, но самое главное, чтобы выполнял свои мужские обязанности. Он должен отвечать за семью и, в принципе, и перед Богом, добытчиком быть. Вот. А жена, она должна быть ему опорой и помощницей. Вырастить из мальчика сильного, ответственного, доброго, внимательного мужчину хотят все родители. Воспитать того, кем можно будет гордиться, кто станет главой семьи и ее защитником, кто будет хорошим братом, мужем, отцом, опорой для близких и примером для других. Мы пытаемся объяснить нашим парням, что мальчик – это мужчина. Это не тот, который умеет дать там, по физиономии, который может отстоять свою семью. Человек, который способен нести ответственность за свою родину, за традиции, которые в этой стране. То есть, допустим, у нас есть направление в Невском, Ставрос, когда мы ездим по местам разрушенных храмов, устанавливаем кресты или пытаемся восстанавливать храмы. И с нами ездят ребята, девчонки, мальчишки. И вот как раз пытаемся им объяснить, что и это тоже есть мужское воспитание. Вот, то есть ты своими руками переносишь там какой-то мусор, переносишь палки, там какие-то бревна перетаскиваешь, ты очищаешь территорию, где был когда-то храм. Или ты пытаешься восстановить этот храм. То есть все в твоих руках. Хочешь, чтобы здесь был храм? Да, хочу. Значит, ты своими руками, как мужчина, должен начать это делать. К тебе потом присоединяться. Но твоя ответственность за это место перед Богом существует. И ты должен это понять. И ребенок, когда он потихонечку камушек за камушком переносит, он становится причастным к этой истории, причастным к этой ответственности. Вот. Точно так же, вот мы, допустим, у нас есть направление по семейной деятельности. Мы пытаемся объяснить, что такое православная семья, какие отношения в семье, кто старше, кто кого дополняет. То есть здесь в семье, опять же, не надо рвать одеяло на себя, а здесь нужно пытаться стать одним целым, служа друг другу и принося службу Богу вместе. И вот это тоже пытаемся объяснять. И пытаемся, допустим, с элементарных вещей начать, когда, допустим, берем куклу, говорим, учимся пеленать. Вы должны уметь пеленать своего ребенка. Почему? А у нас сейчас дети, семьи малодетные, детей мало, он вырастает, а ему не на ком потренироваться-то. Вот один в семье ребенок, два ребенка в семье. Они погодки там, допустим, да, и не на ком было тренироваться. А вот у кого там 5, 8 детей, вот у них счастливые семьи. Они могут там на сестренках, на братишках потренироваться, как пеленать. И уже своих детей знают, как правильно запеленать, как там те же самые памперсы поменять. Мы даже объясняем, что сделать с ребенком, если у него пеленочки замочились, а памперса нет. Как подручными средствами добиться того, чтобы ребенок был сухой. Ребятки, у меня 5 детей, и я могу сказать четко, что чтобы вообще насколько должны быть идеальные родители, чтобы вот воспитывать таких невинных детей. И надо уже с малых лет бороться со своими грехами, потому что все передается детям. Они смотрят на нас, они повторяют это все. Поэтому родители должны быть идеальные. По крайней мере, к этому стремиться. Глава семьи должен быть мужчина в полном смысле этого слова. Он не должен ничего бояться, никаких трудностей. Должен быть универсальным. Как и свои мужские обязанности выполнять, так и помогать жене в воспитании детей, непосредственно нянчиться. Потом
Настоящий мужчина привык сдаваться и пасовать перед трудностями и неудачами, а всегда в готовности мужественно и настойчиво их преодолевать, достигая высших степеней духовного и физического совершенства. Также вот пытаемся детям объяснять, как правильно готовить пищу. То есть всякие сладости, там, салаты какие-то, там, вареники, пельмени, там, вот несколько направлений. И все это должен делать все-таки, и мальчик тоже должен уметь делать. То есть у нас нет такого, женское делает, мужское дело. Мужское дело – это драться, женское нет. А вот готовить и мужское, и женское. Ребенка спеленать и мужское, и женское. Поэтому пытаемся объяснить все-таки мальчикам, что у них гораздо больше обязанностей, спектр их обязанностей гораздо шире, чем они могут себе представить. Отец не только ответственный человек, кормилец и защитник. Он воспитатель для своих детей. И в первую очередь своим примером. И если мы хотим привить детям какие-то очень важные качества – веру, любовь, трудолюбие и нравственность, то сами в себе должны их воспитывать. Это самый надежный метод обучения. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. 28 ноября начинается рождественский пост, а вот закончится он уже в 2021 году, 6 января, в рождественский сочельник. Даты поста не переходящие, каждый год он проходит в одно и то же время. В современной практике Русской Православной Церкви каждый христианин призван соблюдать посты. Но мы должны помнить о том, что пост – это прежде всего средство, не цель как таковая, а именно средство для того, чтобы суметь возобладать над собственными природой, возобладать над потребностями своей природы. Как говорят святые отцы, особенно видно это в трудах отцов-каппадокийцев, древних отцов Василия Великого, Григория Богослова, Григория Низкого, также у Иоанна Златоустова. Мы, люди, состоим не только ведь из природы, не только из собственной физиологичности. Нашей природой со всеми ее потребностями управляет наша личность. Так вот, поэтому пост – это как раз и есть то средство, в котором мы можем становиться людьми в полном смысле этого слова, где наша личность может проявить себя. То есть пост – это не просто время какого-то самоизнурения, когда мы мучаемся от нехватки калорий, от нехватки сил, сна. Пост – это время, когда наша личность может торжествовать над нашей природой, над нашей физиологичностью. Рождественский пост – это последний многодневный пост года. На 40 дней православные христиане ограничивают себя в еде и развлечениях, чтобы телесно и духовно подготовиться к Рождеству Христову.